цифра. Могу сказать, что делать. На сегодняшний момент мы все понимаем, что наряду с использованием бюджетных механизмов широко используются внебюджетные способы урегулирования. Это основная сфера деятельности, где мы прилагаем особые усилия, там, где работа министерства, строительства максимально плотно проводится для того, чтобы в режимах ограниченного финансирования, тем не менее, решать эту наиболее насущную, я считаю, на сегодняшний момент проблему социального характера в строительной сфере. Разрабатываются и новые механизмы, об этом министр строительства отдельно доложит, мы презентацию сейчас заслушаем. Я в округленных цифрах пробегусь по основным тезисам. По результатам на сегодняшний момент у нас решено 973 объекта без бюджетного финансирования и 645 объектов с использованием бюджетного финансирования. На сегодняшний момент статистика показывает, что решение составляет более 75% от количества проблемных объектов. Несмотря на то, что эта статистика самая положительная в Дальневосточном регионе, и даже по федеральным меркам, даже если сравнивать с регионами центральной части, Уралом, наши показатели решения этой проблемы находятся на очень высоком уровне. Тем не менее, мы будем считать программу завершенной в тот момент, когда решится проблема последнего дольщика, который пострадал от действий недобросовестных застройщиков. Я попросил бы сейчас более углубленно министра прокомментировать те цифры, те достижения, которые были, и те задачи, которые стоят, для того, чтобы мы в ходе нашей дискуссии осветили те совместные шаги, те совместные мероприятия, которые мы должны и будем производить для того, чтобы эту проблему устранить полностью. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. Как Кирилл Евгеньевич сказал, у нас на сегодняшний день 6 проблемных объектов. Это в первую очередь многоквартирный жилой дом, застройщиком которого являлся северно-строительная компания Американин Александр Николаевич на улице Каландашвили. Также 3 проблемных дома, застройщиком которого являлся черная компания. И остались еще 2 дома в селе Чурчан, 4-квартирных. Буквально в субботу 5-й дом проблемный был введен в эксплуатацию. И нам в следующем году осталось решить вопрос завершения одного дома и обеспечения жильем еще одного дольщика. То есть там осталось 5 дольщиков, их вопрос в следующем году должны решить. Кроме того, у нас имеются дольщики, которые пострадали в результате двойных продаж. По ранее собранным документам, их на сегодняшний день у нас 81 человек. Это по таким застройщикам, как Теплосервис и ЖСПК «Стех». И также есть граждане, которые остались без объектов. Это по Теплосервису и по СДКу. В связи с тем, что застройщики начали строить объекты без разрешения на строительство, и в итоге по решению администрации данный объект был снесен. В настоящий момент мы нормативно-правовой акт по предоставлению социальных выплат данной категории граждан разработали, со всеми согласовали. Буквально сегодня получили окончательное согласование с прокуратурой республики без замечаний, и сейчас направляем на утверждение данного проекта. Также есть у нас перечень, вот там указан перечень объектов, которые у нас буквально в течение нескольких месяцев включатся официально перечень проблемных объектов. Это 3 жилых дома, застройщиком которого является Семир.
дом на улицу Петра Алексеева и 2 дома на новострое на Художной 19. Эти 2 застройщика в октябре и в ноябре признаны банкротом, и, соответственно, завершение строительства данных объектов подвисло. Строительная готовность по объектам 7 она очень низкая, от 0 до 15%. Хотя застройщик собрал значительную большую часть средств. По первому дому половину, второго дома тоже продал, и с 3-го дома собрал у 14 дольщиков средства. По монолитстрою, по первой очереди, строительная готовность довольно-таки высокая, 80%. С лета текущего года до момента банкротства застройщика мы буквально пытались передвигать данному застройщику ноги, чтобы он побольше выполнения сделал. Это, в принципе, эта работа дала нам кое-какие результаты, и на сегодняшний день в период вот этого контроля застройщик завершил работы по кровле, фактически завершил работы по фасаду, и внутренние работы тоже большую часть работ в принципе сделалась. Остались вопросы по чистовой отделке места общего пользования, по установке дверей остались вопросы, и по оплате техприсоединения. И также по лифту остались работы. По второй очереди, по данному застройщику работы проведены очень мало, там 20% всего лишь строительной готовности, хотя из 169 квартир он продал все 127 квартир продал, реализовал. Вот как Кирилл Евгеньевич рассказал, механизм у нас разные, без бюджетного финансирования, с бюджетным финансированием, с банкротством, без банкротства, с предоставлением субсидий жилищно-строительным кооперативам и с предоставлением социальных выплат. И по данным видам работ мы, начиная с 2012 года, работаем. Кроме того, есть новый механизм по пункту 3.1 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса, в связи с которым имеется проблемный объект, есть добросовестный застройщик, который готов завершить данный объект, но у этого застройщика есть проблема, ему нужен земельный участок, и есть вопрос, как его получить. Мы направляем обращение от данного застройщика в адрес главы Республики Саха-Якутия. По промежуточному механизму глава направляет письмо обращение в адрес Минстроя России. Минстрой России рассматривает, согласовывает, и глава республики своим распоряжением предоставляет земельный участок, который нужен данному застройщику, в случае, если застройщик изъявит желание завершить строительство проблемного объекта. По данному механизму мы предполагаем завершить строительство жилого дома по улице Кандашлюби, застройщиком, который является северно-строительной компанией «Американовский дом». И, кроме того, рассматриваем возможность завершения строительства по этому механизму, ну и последующих, в том числе и по черговой компании. Так, что касается принятых нами за прошедшие года меры, то вот вы видите в таблице, какие объекты были введены без бюджетного финансирования. Это 8 объектов, застройщиком которые являлись СОНОР, Глория, Эстостиль, Нова АЭС, Семир и Ормич. Буквально в августе 2018 года мы ввели в эксплуатацию 147 квартирный жилой дом по улице Богатырева без бюджетного финансирования, только путем контроля ходом строительства, оказания каких-то административной помощи в решении вопросов, в том числе и по вопросам техприсоединения. Кроме того, мы
с учетом бюджетного финансирования ввели еще ряд объектов и выделили социальные выплаты 399 однодольщикам за прошедшие годы. И в итоге мы таким образом обеспечили жильем 645 однодольщиков. Итого порядка 1500 однодольщиков за прошедшие годы были таким образом вопросы их решения. У нас имеются дорожные карты по проблемным объектам в таком виде. Кроме того, у нас также на сайте на сайте сейчас я перейду на сайт Минстрой России. Есть вот сайт Минстроя по адресу minstrой.saha.gov.ru. Если вы на главный перейдете, то видите анонс внимание дольщиков семьи монолит-строй, пошаговая инструкция по получению страховых выплат. Тут данная инструкция размещена, и также есть тут разъяснение Центробанка по поводу того, что какие страховые компании говорят, что граждане могут получить страховой выплаты, если только они будут входить в реестр денежного требования. Но есть свежие разъяснения Центробанка, что страховые компании не имеют права отказывать гражданам, независимо от того, в каком реестре они состоят. И вот это разъяснение тоже размещено на нашем сайте. Можете посмотреть. Вот таким образом мы принимаем все возможные меры для того, чтобы решить данный вопрос. Нами Министерство экономики направлена заявка на финансирование по реализации программы решения вопроса оплаты дольщиков в течение 3 лет по 150 миллионов рублей. Мы надеемся, что данный вопрос будет решен. И в случае решения данного вопроса мы в следующем году планируем решить вопрос 175 граждан дольщиков, в том числе 39 по прямым продажам и 136 по объектам черевой компании, Кировчева и Монолит-Строй. Другие дом по планошвили Северной строительной компании мы предполагаем решить достроить без привлечения бюджетных средств путем заведения добросовестного застройщика при предоставлении ему компенсационного земельного участка. И также будет дальше отрабатываться вопросы по завершению строительства домов Монолит-Строя и Синевишки. Все эти вопросы мы планируем завершить в 2022 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Спасибо, Павел Анатольевич. Все, спасибо. Ну, срезюмирую доклад министра, скажу, что у нас действительно работа ведется по каждому объекту, по каждому дольщику, по каждой отдельно взятой проблеме. Составлены дорожные карты, ведется работа точечно, и нету, скажем так, общих каких-то мазков, неопределенных движений. У нас строго конкретное мероприятие, прописанное по каждой проблеме. Могу сказать, что мы проводим и недавно проводили консультации с некоммерческим объединением «Квадрат». Это группа, которая оказывает очень большую поддержку и самим дольщикам, и правительству по оказанию помощи и по урегулированию данной проблематики. Могу сказать, что в ходе таких консультаций, среди мер, которые мы будем использовать сейчас и в следующем году на это делать особый акцент,
Это работа с главами муниципальных образований, это более активное вовлечение депутатского корпуса, местных депутатов в вопросах по решению проблематики. Мы также проводили, недавно как раз состоялось общение и консультации с депутатами УТМЭНа. Они оказали нам не только консультационную, но и вполне конкретную поддержку. Сейчас, как вы знаете, идет сессия парламента, и в числе заявок на следующий год есть и заявка на выделение бюджетных средств на решение проблем и вопросов обманутых дольщиков. И депутаты сегодня выступали на эту тему. И во втором чтении данные цифры должны быть отражены для того, чтобы в следующем году мы смогли заявленную программу реализовать. Я бы хотел предоставить слово председателю КО «Квадрат» Романову Сергею Павловичу, собственно говоря, который является таким нашим активным членом рабочей группы по работе по данной проблеме. Пожалуйста. Ну, в целом вопросы согласованы идут в рабочем порядке, с Минстроем мы работаем. Проведены ряды встреч с работниками мэрии, есть протокол, представитель прессы Павловичу, кому надо, я дам полную информацию о решениях протокольных. Они касаются действительно судьбы дольщиков и там буквально пообъектно. Мы предлагаем, кроме того, усилий правительства и их механизмов, привлечь внимание к нашим механизмам. Сегодня присутствует зам председателя Николай Николаевич Макаров, человек с большим опытом финансовым, многие его знают, привлекший уже за 25 лет более миллиарда рублей. Предлагается схема, мы ее сегодня безусловно обсудим. Сейчас присутствуют у нас тут основные как раз проблемы, представители основных проблемных объектов, это теплосервис и ЖСК «Стерх». Ну, раз люди молчат, я полагаю, что информация позитивно влияет на их понимание. Люди сегодня уже уверены. Если есть, пожалуйста, быстрее скажите. Да, я хотела бы уточнить, информация, в принципе, Вас устраивает? меня устраивает, естественно, потому что у нас проблема по объектам по теплосервису в 2012 году. На дворе 2018. Вот. И только в этом году у нас как раз связано, скорее всего, с Павлом Ильичем, наверное. Вот. Изменением законодательства у нас конкретно есть какие-то сподвижки. И есть надежда, что в 2019 году, в 2020 году наши дольщики получат какие-то социальные выплаты. Вот. И вот вы сказали, я хотела уточнить по поводу, Павла тоже, скорее всего, и, соответственно, у всех остальных, по поводу того, что 150 миллионов, которые были запрошены на 19, 20, 20 годы, что на втором слушании, я правильно поняла, они утверждены, эта сумма? Нет, эта сумма еще не утверждена, заявка подана, поскольку мы не можем сейчас в рамках бюджетных обсуждений сразу все программы внимательно, детально пройти. Сегодня эта инициатива была озвучена. Заявку мы, естественно, подавали заранее, поэтому я думаю, что во втором слушании мы уже увидим то, что это будет включено в программу инвестиций. Хотелось бы уточнить риски, чтобы насколько у нас надежда может 50 на 50, 60. Ну, вы знаете, риски утверждения бюджета вообще сложно как-то квантифицировать, на самом деле, потому что огромное количество программ, мы все понимаем, что бюджет крайне сложен. Он в начале этого года был очень дефицитен. Вот. В середине года была проведена большая работа по его сбалансированию. В настоящий момент этой сбалансированности удалось достичь. Тем не менее, в достаточно таких стесненных, жестких условиях удается максимальное количество социальных программ, в том числе и по решению вопроса проблемы, в бюджет включить. Поэтому шансы высокие. Хорошо. Можно еще, чтобы последующих вопросов у нас, таких ситуаций не было, и таких дольщиков, как мы, меньше становилось на уровне республики, чтобы законодательно каким-то образом защитить
людей, простой народ, вот таких ситуаций. Практически, так как у нас на сегодняшний день, Василий Михайлович, наверное, дополнит по поводу законодательства. Знаете, мы постоянно занимаемся мониторингом и улучшением, да, и даем свои предложения по улучшению законодательства в плане защиты интересов граждан, в частности дольщиков. Эта проблематика, я считаю, что за последние годы она очень-то снизилась. В плане законодательном удалось достичь определенных, скажем, правильных движений в этом направлении. Могу сказать, что все случаи, где выявлены факты недобросовестного отношения застройщиков к контрагентам, в частности к дольщикам, все эти факты сопровождаются действиями прокуратуры. У нас нет ни одного мероприятия, которое осталось бы за рамками этих действий, но, безусловно, механизм, помогающий более правильно выстроить отношения с застройщиками изначально, он постоянно совершенствуется. Поэтому я считаю, что мы на примере тех, скажем так, сложностей и ситуаций, которые возникли на протяжении последних 5 лет, мы уже сделали в этом отношении достаточно такую серьезную работу и, конечно, будем ее продолжать, потому что законодательство нужно совершенствовать постоянно. Повторюсь, городом работа продолжается, там есть узкое место, безусловно. Это вопрос относительно контроля, не просто контроля по земле, а участия в работе, когда так называемая работа согласования идет. Мы считаем, что да, наш представитель там, зампредседателя Филиппов, если он будет там работать, мы добьемся это от города, добьемся, это я гарантирую. Вот. У нас эти положения закреплены, еще раз повторяюсь, в наших, так сказать, протоколах. Кому надо, я это дам. Вот. По Черову, давайте я быстренько расскажу ситуацию. Сегодня встречались представители Черова. Предположительно, до 12 декабря правообладатели передают права своему заместителю Исакову Ивану Юрьевичу. Иван Юрьевич передает права Макарову Николаю Николаевичу. То есть НКО берет вопрос полностью оставшееся имущество под свой контроль. А дальше совместно с Минстроем и архитектурой будем правильно распоряжаться. Я правильно понимаю, да? Вот, то есть предполагаем, что до 18 декабря Николай Николаевич вступит уже в право. А к этому моменту мы восстановим ГДУ, ну, договора, собственно, свои, снимем этот вопрос организационный. Вот. Ну и дальше наше предложение Николай Николаевич сейчас доложит еще. Оно касается судьбы всех дольщиков, всех категорий, собственно. Все, да? Пожалуйста, Георгий Николаевич. Я сначала хочу поправить Сергея Павловича. Я работал 25 лет в банке, действительно. За 10 лет работы в ВТБ я привлек 100 миллиардов, 145 тысяч. Опыт работы есть, в принципе, по привлечению и размещению. Дальше. Тут в данном случае действительно то, что мы говорили, это с Павлом Анатольевичем неоднократно говорили, вот эти механизмы, касающиеся выделения земельных участков и добровольного обременения каких-то вопросов, в данном случае расшивание вопросов товара Саха-Якутия Инвестпром может повлечь без всяких бюджетных вложений, так сказать, достроить здание. У Черова Г1, Г2, там они уже входят, получается, 150 миллионов. Ну и часть пойдет по Стерху там, и там еще там какие-то участники. А теплосервисы, получается, да, получается, они будут решать. Плюс к этому, в данном случае я могу заявить, потому что я только что разговаривал с Москвой, есть у нас программа по ветхому аварийному жилью. В принципе, она, применить ее сложновато, правильно получается? Это разные немножко программы, да. Не, секундочку, но если продавать просто готовые жилые здания, то есть инвестор вкладывается в здание и продает уже, муниципалитету будет продавать готовые квартиры, то там уже, то есть получается, что только нужно уже выкупить. В данном случае образуется прибыль, на которую можно применить. Вот здесь вот НКО может выступить тем механизмом, который возьмет на себя, так сказать, функцию для того, чтобы контролировать и распределять это то жилье, которое в виде обременения будет наложено на застройщика и инвестора данного жилья. Ну, естественно, здесь какая должна... Естественно, в данном случае у нас, вы сами знаете, цена для достаточно высокая.
И только применение, скажем, технологий, которые могут существенно снизить себестоимость застройки, это он может сделать. Один из таких примеров у нас здесь существует, у нас завод стоит здесь, Панкрит американский, который не работает, но который может работать, выдавать преднапряженный бетон и давать таким вот образом очень существенно снизить себестоимость. Ну, над этим нужно поработать. По поводу, ну там первая вещь, это, естественно, деньги. Инвестор мне сказал, что на следующей неделе мне будет уже известно. То есть он сказал, да, но пока какой механизм будет, понятно. Ну, кстати говоря, я еще хочу обратить внимание. Вот когда будут выделяться вот эти участки, деньги, НКО должно контролировать, как выделение бюджетных средств. Я не знаю, каков механизм, нужно разработать. Мы должны присутствовать в выделении средств и освоении средств теми строительными организациями, которые возьмут на себя обременение, то есть и будут говорить, что мы достроим эти вещи. То есть деньги, которые выделятся из бюджета, я понимаю, что деньги, которые будут контролировать, мы дополнительно хотим тоже контролировать, поставить людей и понимать, что здесь в данном случае идет застройка, и деньги не отводятся в сторону. Вот вторичные возникнут. Я, конечно, предполагаю, что не будет таких вещей, но тем не менее. Вот таким вот образом. Механизм, который вот я себе нарисовал немножко, ну, такой пока просто, так сказать, картинка. Ну, она, в принципе, можно посмотреть. Спасибо, Николай Николаевич, за инициативу. Я передаю Павлу Анатольевичу. Мы обсуждали, чтобы эту работу координировать и синхронизировать в части Мы данных в программ. части протоколов отразили, что как и с мэрией, так и с Никифоровым тогда в комиссии, да, о том, что никто не против привлечения инвесторов и застройщиков из-за пределов республики с целью решения вопросов о маунтовых досочках. Спасибо. Нет. Спасибо. Ну, вы не против, извините, я все же задам вопрос. Ну, знаете, я, поскольку в начале своего выступления сказал, что у нас, скажем, эта проблема снимется, когда будет решен вопрос, скажем, с последним пострадавшим, да. Поэтому я считаю, что здесь надо креативно применять те механизмы, которые в рамках законодательного поля применены, для того, чтобы эту проблему решить быстрее, чем мы на это заложили в бюджет. Поэтому такие механизмы соинвестирования, каких-то инвестиционных составляющих, безусловно, нужно использовать. Потому что здесь, конечно, есть и применение, и, понятно, выгодности инвесторов в части каких-то определенных программ, что это возможно. Но и самое важное, что в ряде программ мы имеем право, в общем-то, говорить о выполнении каких-то бюджетных составляющих, тех вопросов, которые мы обязаны решить и, соответственно, будем привлекать все механизмы, которые у нас. Ну, можно ли это считать поручением для министра? Мы, безусловно, министерству поручаем проработать все варианты, провести дополнительные консультации, в том числе, вот, как мы с вами обсуждали, и дополнительные юридические силы привлечь для того, чтобы провести правовой анализ этих механизмов, для того, чтобы их, собственно говоря, применить в МАТА. Коллеги, ну, если, в принципе... Спасибо большое. Да, если мы, в общем-то, прошли всю нашу повестку, достаточно, я считаю, содержательная была и даже такая несколько какие-то инновационные предложения поступили. Я предлагаю нам такие совещания, встречи проводить не реже, чем раз в квартал. Вот, для того, чтобы совместно осуществлять мониторинг, совместно следить за теми мероприятиями, которые проходят, совместно работать с главным муниципальным образованием, поскольку это, в общем-то, наша общая задача. Мы, конечно, им порекомендуем очень внимательно отнестись сейчас к этой проблеме и осознать для себя как срочную, важную и требующую незамедлительную решение. Большое спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.